Ну что, ребят, доброе утро, проснулся я. Вот здесь уже Делочка выехала, сейчас горочку стояла, буксовала. Вот я и сижу и думаю, надо нам ехать или не надо нам ехать. Прекрасная погодка на улице, замечательная. Сегодня у нас что с вами? 12 октября. 12 октября, -2 на улице. Ладно, что, чай попьем, да поедем. Не весны же стоять ждать. Ночью все засыпало снежком. Нам здесь самое главное перевал Тит пройти. У нас вот она дорожка идет, да, и вот если смотреть вот так вот, вот фонари как идут, вот она и уходит в горочку у нас. Сейчас поедем потихоньку, чай допьем. Да, будем трогаться. Не стоять до обеда же. Надо ехать работать. Какая разница, какая погода. Все, всем еще раз доброе утро. Вон за полчаса что-то вторая или третья легковушка только проезжает. Что, ребят, решили мы ехать. Что нам стоять-то? Кукурузу охранять. Потихонечку, потихонечку. Пройдем. Нам сейчас самое главное, вот перевал Тит впереди, да, который будет самый здесь такой серьезный, пройти. Ну и перед ним парочку подъемчиков. И все, дальше будет у нас каска. Ой-ой-ой-ой-ой. До весны нам с вами где-то 500 километров. И будет весна у нас на улице. Здесь получается как с федеральной дороги Москва-Владивосток, вот налево на Якутию поворачиваешь, и все, здравствуй, снег. А в сторону уже там федералки на порядок теплее и лучше. Идем мы с вами с выключенной системой ESP, так сказать, внедорожная система включена. Пусть буксует, но едет. Еще немножко и все прекрасно. Погодка какая. За нами снежная пыль. Красота. Выбирайте. Здесь бровку цеплять нельзя, потому что бровки практически не существует. Если вот на камеру посмотреть, да, сразу отвал здесь идет. То есть надо смотреть, где меньше накатано, нализано. Если в подъем идешь, там и катиться. Делка, которая вот с утра выехала, а он сразу пошел слева налево на подъем, не забрался. Что-то раза 3 приходилось ему в подъем подниматься. Но мы вот со стоянки вышли, вроде сразу в подъем зашли. Минус то, что пока резина холодная, надо резину согреть. А так нормально. На улице минус 4 градуса. Вот пятнашечка была бы. О, буксует, идет. Чуть-чуть левее возьмем. Вот здесь поменьше наезжена, чтобы лучше шла. Только что при вас начала буксовать. Вот так вот. И все, поползем. Хорошие нам дорожки. Пойдем. Время дома 3:30 утра. Здесь уже, если 4, 7:30, проснулся в 6, никуда не торопясь, вообще торопиться некуда. В плане того, что такая дорога, куда нам торопиться. В Чите, я посчитал, в Читу мы примерно приедем в четверг в обед, если все будет хорошо. Если нигде здесь сейчас на перевалах не стрянем, цепями пользоваться не будем, ничем пользоваться не будем, то к четвергу к обеду мы прискочим в Читу. Эх, да, ну вот еле-еле видно пыль. Какой столб пыли стоит. Мне нравится, когда снежная пыль из-под тебя летит. Так, на дорожку здесь надо смотреть внимательно, потому что поворотики, подъемы, все здесь коварное достаточно местами. Вот и все, мы забрались на вершину горочки. Тихонечко сбавляем скорость, обороты, тягу. Ну и
притормозим наших коней. У нас с вами впереди спуск. Спуск у нас километр 5%. То есть сейчас у нас с вами был подъем, а сейчас будет спуск. То есть вот мы на стоянке стояли, да, это мы внизу подъема стояли. Вчера-то вставал, когда на стоянку, здесь еще ничего не было, ни снега, ничего, красота, можно было и ехать. Ночью в часов 12 он начался. Оп, пониженная передача. Ну и все, можно дальше не держать, потому что видно, спуск хороший, прямой. Пусть катится машинка. Ну что, ребят, где-то уже перевал Тит у нас вот рядышком должен быть. Под целиной снежной лежит лед, не лежит скорее, а стоит лед. Но спасает хотя бы минус 5 на улице и снежок, что он хоть не влажный, не сырой, не кашится, а более-менее нормально можно ползти. Вон сейчас китайцы спустились, стояли уже на цепях, но они тяжелые, стоги сена, из-за того, что скорости нету, из-за этого на цепях ползли, чтобы потихоньку хоть вылазить по этой дорожке. Нам сейчас везет, мы берем это все скоростью. Скоростью у нас получается взять где-то подъемчика 2-3, и мы будем на Тите. А может и это уже Тит. Как бы такая погодка непонятная. То есть, блин, понимаете, здесь все вокруг одинаково, да? Только километровый столбик цифру меняет. Хер поймешь, где Тит, где не Тит. По-моему, да, блин, ребят, могу ошибаться, но по-моему это и есть Тит уже. Вот она, вершина Тита. Но могу и ошибаться. Потому что вот как раз вот как здесь заборы, да, только что были. На Тите такие заборы и стоят. Ребята стоят, отдыхают, ехать не хотят. А может нет, это не Тит. Еще не добрались. Притормаживаем. Спуск у нас 12%. 700 метров. Прямой спуск. И тихонечко, аккуратно спускаемся. Без фанатизма. А потом сразу снова подъем у нас пойдет. Ну что, ребят, вот мы закарабкались на Тит. Не стал снимать сам подъем на Тит, потому что, блин, надо было работать. Две руки нужны были. Так, оказывается, нет, мы еще не закарабкались на Тит. Вот меня всего больше я не люблю, когда вот догоняешь кого-то в подъемах. Вон, паровозик идет. Кстати, я еще только завтракать садился. Этот паровозик мимо меня пролетел. То есть разница у нас была в полчаса. Вон там, вон в подъем паровоз лезет. Сейчас я буду работать. Ладно, ребят, я отключусь, потому что здесь надо подниматься. Здесь, видите, косяк, здесь грунтовка, здесь не асфальт, у нас идет подъем. Надо валивать. Подъемчик пока идет, более-менее можно и поболтать минуточку с вами. Оп, танцует, но ползет. Так, давайте левее возьмем с накатанного, чтобы не ползти за всеми по накатанному. Все, еще ничего. Блин, как она буксует, а? Нам вот сейчас тут чуть-чуть, главное,
забраться-то надо. Ладно, я отключусь. А, еще и поворачивать не хочет. Оп, ползет. Тут поменьше по накату, там больше накатанного справа. Тут поменьше. У-ля-ля, ну вот она и вершина Тита. Осталось чуть-чуть там вот сюда вот. Сейчас зайти вот. Вон она вершина. Все, паровозик уже спускаться начал. Ну и мы практически забрались уже. Вот. Все. Мы на подъеме, Тит. Мы забрались на эту вершину. Вот она вершина. То есть здесь подъем, спуск, да, он почти 20 километров занимает. Тут вон они горы, все одни горы, 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 кругом одни горы. Фу, ладошка даже вспотела. Вот так вот на вершине горы. Ух ты. Нихера себе гололед. А что такой гололед-то сильный? Машину вообще не... Обалдеть. Машина, ребят, вообще не хочет останавливаться. Вот у меня педаль нажата в пол полностью. Машина вообще не хочет тормозить. Ладно. А сейчас будем спускаться. Фух. Поднялись. Вон они горы, а нам вот туда вниз с гор надо спуститься. Фух. Потихонечку, так сказать, пердячим паром, чуть ли не на пониженных пойдем на спуск. Нам вот сейчас главное вот этот язык пройти, а дальше можно разгоняться будет. То есть сейчас до языка потихонечку, а дальше пошустрее можно будет бежать нам. Вот, то есть больше всего я вот за этот Тит и переживал, чтобы в него подняться. У нас-то хоть попроще, да, вот в подъем у нас вот такого языка нету. А здесь у парней у нас один такой небольшой язычочек. Ну как язычок, поворот, да, крутенький. А у парней здесь вообще очень хороший поворот. И то есть им подняться на порядок тяжелее. То есть у нас побольше разгона, а здесь разгона толком у тебя нету, потому что тебе надо вот в этот поворот повернуть. Оп, оп. Ну вот, все, можно и разгоняться. Ладно, мы будем разгоняться. У нас не автомат коробка. Ну вот, видите, ребят. Мы сейчас потихоньку спускаемся. А ребята стоят, песочек все под колеса кидают. Это те, кто без цепей ездит. И Вольвочка, и Мерседес. Все, встали. Стоят. Вольвочка, на твоей стороне тоже машина стоит. Ох, их трое стоит. Все, сушат асфальт. Понял, спасибо. Вот это Вольво молодец. Подготовленная, цепи накидывает. Что, встал, все. Сколько уже? 3. Вон Мерседес 4 стоит. Вон тут еще и дорожники. Эх. Давайте пропустим его. Чтобы прошел хорошо. Он двухлапый, ему хорошо. Вольвочка, так и иди по встречке, у тебя там 3 машины сразу стоит. Машина вообще не тормозит. Ее даже не удержать на спуске. Хотел плохое слово сказать, потому что
ехал потихоньку, да, пропускал эту Вольву, начал тормозить, вообще не тормозит машина. Прекрасная дорога, при том, что резина теплая. Вот еще стоят машинки. Ёк-макарёк. Эти даже не суются вверх. Да, дорога замечательная, дорога жизни. Оп-оп. Ладно, надо внимание, будем ехать. Поедем 70, 75. Что-то я до этого 90 валил. Думал, как-то дорожка у нас более сухая. А нифига. Лед-то достаточно хороший. Блин, там лежит. Чё, Вольво тоже не вытянул? О, Вольво тоже не... Нет. Двухлапая Вольво не вытянула. Обалдеть, все. Тит весь стоит. Ой, да, ля-ля. Весь стал. Я говорю, вот с этой стороны как бы Тит на порядок круче, чем с той стороны. У нас там он не то что более пологий, он примерно такой же на подъем идет. Но у нас нету вот этого вот поворота. Вот Вольво, скорее всего, в повороте она это и встала. Потому что они в повороте сильно скорость теряют. У нас как бы он начинается плавно, здесь он начинается резко. У нас начинается он более плавно, и потом вот порезче идет резко. А здесь он сразу резко уходит, и машина быстрее скорость теряет. Мы где-то на середине подъема теряем скорость. А здесь сразу же теряют скорость парни. Как бы с этой стороны Тит на порядок сложнее, чем с той стороны, так скажем. Вот так вот. Потихонечку притормозим. Пам-пам-пам. О, еще идут. Но если он на двух лапах и плюс цепи пройдет. О, одиночка-то он лентяй. Ой, он еще и двухмостовый. Одиночка точно пройдет сейчас, Тит. Одиночка точно пройдет, Тит. Вот, парни, на Якутию такая прекрасная дорожка у нас. Веселая. Это не то, что Екатеринбург, Москва кататься и горя не знать. Максимальная горочка — это у тебя Суксун, который ты просто вниз-вверх 120 слетаешь и также запрыгиваешь в него. Здесь, да, здесь это... Здесь вот надо работать, ребят, скажу. Здесь надо работать. Там тоже, да, по гололеду надо, конечно, не спорю, работать по прямой, когда идешь. Но там таких гор, поворотов нету. И там за дорогами как бы лучше, быстрее смотрят, да, лучше чистят их и так далее. А здесь у нас как бы посложнее ситуация. Как мне бывший пол сказал, да, первого снежка, в первый же снежок вернешься обратно к нам на Москву ездить. Да нет, останусь здесь. На Москву возвращаться ездить я не буду. Блин, да куда, интересно, у нас сегодня снег с вами идет? О-ля-ля-ля-ля. Если до самой федералки, это трындец. То есть еще 500 километров по снегу. Главное, чтобы не было 0, -1. Вот тогда вот вся эта каша начнется. Нафиг она нужна. Лучше бы вот так и оставалась температура -5, -7. Была бы получше, сцепление с дорогой будет. Сейчас еще грунтовочки у нас тут. Оп. Медленно тоже сильно не поедешь, потому что подъемы, спуски, ну и быстро не поедешь. Паровозику-то, конечно, получше едется. Что, он лентяй поднял, у него все давление на одну ось, масса больше, ему проще идти паровозику. База подлиннее,
на порядок. Ладно, едем потихоньку, трясемся. А, это забор какой-то. Вот, можно сказать, спуск, скид закончился. То есть до этого все был, может, спуск потихоньку длился. Вот сейчас вот все прямая, то есть там. Сейчас снова подъемчик. Ну тут уже не такие крутые большие подъемчики. Блин. Паровозик, нажми на педальку, я сейчас за тобой встану. Ну, поехали. Где чисто? А куда я здесь уходить-то буду в поворотах? Где я подержу, блядь? Спасибо, я ж тоже пустой, блин, таскает. Да похуй, блядь. Ногу задрал, да поехал. Ну что, ребят, посмотрите, какая красота. Едешь, расслабленно, кайфуешь. На улице у нас сейчас 0 градусов. Прекрасно. Что, у меня получилось примерно 200 километров. Гололеда стояла. Вот как кончились все подъемы, все перевалы такие жесткие, так все пошло прекрасно и замечательно. После ТИТ еще было пара таких жестких перевальчиков, в которых пришлось поработать, и причем неплохо поработать. Даже думал, там в одном все, встану в подъеме, а еле заползла. Бочком, но мы вылезли. Невозможно было просто снимать, потому что за рулем в этот момент. Ну, а сейчас прекрасно. 380 километров показывает, нам осталось до федеральной дороги, до весны, где уже ни снега, ничего не будет. Налево будет у нас Владивосток, направо мы домой.